Дорогие друзья, мы собрались сегодня здесь, в день, который мы считаем днем рождения нашего друга в жизни и в искусстве. Соломона Михайловича Михоэлса. Я думаю, что мы испытываем приблизительно все одинаковое такое чувство, что время нас от него не отдалило. Время всегда вносит какие-то коррективы, восприятие и жизненных явлений, людей. Оно обычно очищает эти воспоминания и в то же время их обостряет. А вот я эти дни думал, что же мне сказать, открывая такой вечер. И не мог остановиться на чем-то определенном. Меня захлестнуло живое ощущение того, что вот был такой человек. И был, и есть. Будто он в сердце, как-то в памяти продолжает жить. Это очень реально ощущаешь. Его ощущаешь своим современником. Вероятно, он жил с такой удесятеренной стремительностью в завтра. Он жил ощущением этого завтра, предвидением его. Если всегда в художнике нам трудно расчленить мастера и человека, то тут как-то особенно не хочется это расчленять, потому что в сущности для Михоэлса его искусство было, ну как бы сказать, такой человеческой должностью. Он часто говорил, что главным для человека искусства, современного ему, для нас, для всех, познание жизни. Это предмет, основной предмет искусства. Но для него самого, мне кажется, не только познание жизни, познание для проникновения в нее и для воздействия на нее. Мне кажется, что когда так вот вспоминаешь его вспоминаешь как действующего, воздействующего, живущего и утверждающего жизнь. И сегодня, вот когда мы собрались здесь сейчас и думали о том, как сегодня провести вечер, помня о том, что он утверждал жизнь, понимая его как бессмертного, вошедшего однажды родившегося и существующего. Потому что он оставил не только память живую в тех, кто непосредственно и близко с ним встречался, но и во всех, кто воспринимал его сквозь образ, со сцены, его сущность, его человеческую сущность, его главное. Мы сегодня тут будем иметь возможность услышать его голос. Мы, вероятно, с этого и начнем наш вечер.
тут удалось найти такую его лекцию. Не очень точно установлено, что это была лекция или беседа с молодежью, по-видимому. Вернее всего, что это была одна из бесед на таком семинаре для творческих работников, для режиссеров. Вот мы решили взять 3 таких небольших отрывка по 5 минут из этого его выступления. Позвольте, мы начнем с этого вечера. Назрело время, когда нужно во весь голос говорить именно о мировом значении нашей советской театральной культуры. Назрело время, когда нужно во весь голос говорить о мировом значении русской советской культуры. Ибо недооценка этого обстоятельства ощущалась не только за рубежом, за пределами нашей страны, где многое не учитывалось, многое смазывалось, многое снижалось в достижениях нашей театральной культуры. И не только с советского периода, а всего периода истории русского театра. Но даже у нас существовала издавна недооценка собственной нашей родной культуры. Я хочу напомнить, как Пушкин писал об этом обстоятельстве, рассказывая о письме Татьяны к Онегину. «Еще предвижу затруднения. Родной земли, спасая честь, я должен буду без сомнения письмо Татьяны перевесть. Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом. На языке своем родном и так писала по-французски. Что делать? Повторяю вновь. До ныне дамская любовь не изъяснялась по-русски. До ныне гордый наш язык к почтовой прозе не привык. Это писал Пушкин в свое время, когда с таким тонким юмором, если не сказать с иронией, он оценил это отношение к культуре, к родному языку, к своей культуре и так далее. В это самое время начали звучать другие ноты. Народ стал приходить в свое сознание. Народ говорил о своем, основном. И именно прикладывая ухо к сердцу народа, великие гении русской литературы угадывали путь. Путь, славный путь русской культуры, который в себе таила вот те зерна, которым суждено было быть отобранными в великую социалистическую Октябрьскую революцию. Быть отобранными, сохраненными для того, чтобы их развить, для того, чтобы заложить новую основу, для того, чтобы открыть новые перспективы, для того, чтобы сообщить направление ясное, четкое, мирового значения. Это есть советская природа, советское содержание нашей обновленной новой культуры. Именно поэтому Гоголь мог говорить о том, что тройка, птица-тройка, которая сколочена мужиком ярославским или рязанским, схвачена обыкновенным винтом, а мчится так,
что государства сторонятся и уступают дорогу. И диву даются вот этому чуду, этой быстроте, этой птицы-тройки. Так чудилось ему будущее своего народа и своей страны. И если вы спросите, откуда бралась вот эта уверенность, только ли из одной любви к родному народу и к родной стране? Нет, это была не только вера в нее, это было чувство, слух ее природы, слух биения сердца народа, угаданного гениальным писателем. Ираклий Луарсабович Андронников. Бывает так, что, желая рассказать о любимом человеке, каждый из выступающих, дабы не повторять другого, хочет вспомнить такое, что знает один только он. И случается, что вспоминают при этом не главное и не самое характерное. Так вот, не будем сегодня опасаться повторять в наших выступлениях, что Соломон Михайлович Михоэлс талант мудрый, талант светлый, полный неиссякаемого оптимизма, полный огромных творческих сил. Я глубоко взволнован вот звучанием голоса Соломона Михайловича. Вы знаете, кажется, что это не то, что называется механической записью, а что мы слышали его самого, только не видели его. И что это не тогда, в 1947 году, произносится, а что это звучит сегодня. Настолько удивительно звучит вот по смыслу то, что он говорит, потому что за прошедшие годы это обрело новый смысл. В новых условиях это звучит еще сильнее, чем звучало и могло звучать раньше, потому что весь наш опыт этого времени подтвердил эту гигантскую, понимаете, его слова о гигантском мировом значении нашей культуры, которые обретают сегодня еще больше, чем прежде смысл. Но абсолютно живой. Кажется, даже видишь, как он закуривает, как наклоняет голову, чтобы лучше сформулировать мысль, как подносит пальцы, сжатые в кулак, к губам, как набирает воздух и кладет ладонь на стол, прежде чем высказать сформулированную мысль. Мы сегодня увидим кадры из работ Соломона Михайловича, снятых на пленку, фрагменты из кинокартин и спектаклей. Кадры удивительного лира увидим, воплощение, которое будут изучать многие десятилетия. Михоэлс проник в глубины шекспировского замысла и понял, что ключ к раскрытию трагедии лира и структуры пьесы – это образный строй трагедии, что сцена грозы в лире – это поэтическое иносказание, олицетворяющее крушение прежнего мировоззрения лира и нарождение в нем новых состояний. Каким это кажется простым после того, как это открыл Михоэлс, и как это все необыкновенно и как глубоко. Объясняя образное содержание короля лира, Соломон Михайлович приводил превосходный пример. Лев Толстой, безоговорочно отрицавший драматургию Шекспира, писал, что в лире бушуют не человеческие, а бутафорские страсти, что уход лира от власти нелеп, необоснован, что в жизни так не бывает. А на деле, замечает Михоэлс, уход самого Толстого из Ясной Поляны не менее парадоксален, чем уход лира от власти. И оба совершили это в том возрасте, когда каждому было около 80 лет. И Михоэлс объясняет, великий художник Толстой не хотел верить в образность, скрытую в этой пьесе. Выражение идеи через образное раскрытие идеи. Вот что составляло главную задачу Михоэлса актера, Михоэлса режиссера и Михоэлса теоретика, выступавшего с речами и со статьями такой же проникновенности и такой же убедительной силы, как вот та речь, которую мы только что слышали. Вне идеи нет искусства. Это одна из основных мыслей Михоэлса.
Но пока мир идей не оденется для нас в образную форму, искусства нет тоже. И подходя к актеру, Михоэлс прежде всего выясняет, способен ли он, этот актер, на образное открытие мира. Способен, значит, он должен быть на сцене правдив, как поэт. И Соломон Михайлович посвящает свои размышления поэзии актерского труда, образности актерского мышления, образному раскрытию идеи. Он, например, спрашивает сам себя, что такое «Пожар в трех сестрах» Чехова. Он рассматривает его как своего рода символ. В эту ночь в жизни героев происходят огромные события, крутые переломы, перевороты в их судьбах, по-новому озаряющие их монотонное привычное существование. Чебутыкин впервые рассказывает о своей загубленной жизни, Тузенбах впервые находится в комнате любимой девушки, в непримиримый конфликт с сестрами вступает Прозоров. Соломон Михайлович пишет, если посмотреть на героев трех сестер обывательским глазом, они покажутся сумасшедшими. Один в продолжении всех актов говорит через 200-300 лет, другой в любых обстоятельствах произносит, а он и ахнуть не успел. Третий в течение 4 актов вздыхает в Москву, четвертый повторяет, давайте поедем на кирпичный завод, а пятый разговаривает лишь в том случае, если возле него находится абсолютно глухой Ферапонт. Это как бы лейтмотивы пьесы. Найти же ключ ко взаимоотношениям всех этих лиц, действующих в органической системе чеховской драмы, можно только в том случае, если установлен не только идейный, но и поэтический замысел автора. И Михоэлс призывает поддерживать и развивать тот дух исканий, которым отмечены работы Константина Сергеевича Станиславского, поражавшего умением в каждой пьесе раскрывать ее идейное, ее образное, поэтическое начало. Михоэлс – замечательный мастер великой актерской школы, основным достижением которой является человек со всем его душевным миром и опытом. Но в нашем театре об этом как-то, не знаю, не говорят или говорят недостаточно. В нашем театре сосуществуют 2 типа актеров. Выходит один, и за образом нельзя узнать исполнителя. Выходит другой, мы сразу узнаем его. Это он. Но какой он сегодня новый, какой небывалый образ он создает. Вот именно таким был Михоэлс. Он поражал разнообразием воплощений и полной независимостью от своих, по правде сказать, не очень выгодных сценических данных. И вместе с тем это был актер, налагавший на своих героев огромную печать своего ума, своего таланта и своего художественного стиля. В дружеских беседах Михоэлс часто напоминал, что настоящий актер является перед зрителем как бы автором и как бы собственным произведением этого автора. И вот таким актером, автором и произведением одновременно был прежде всего сам Соломон Михайлович Михоэлс. Как в рассказе или романе большого художника мы все время угадываем его самого, так и Михоэлс. Он умел и дойти до самых глубин образа, и вместе с тем воспарить над ним. Ну вот, скажем, скорбя в образе Сорокера в спектакле «200 000», он умел сообщить нам и свое ласковое ироническое отношение к образу. Вы, конечно, помните «Путешествие Вениамина III», где Зускин Сендерл и Михоэлс Вениамин ходят по сцене зигзагами на цыпочках, и Михоэлс за спиной Зускина повторяет зеркально каждое его движение. Все всерьез и все игра. Жизнь в образах во всем великолепии проникновения в их суть, и при этом феноменальный росчерк искусства. Играем, верим, что было именно так, и мы представляем это. Поверьте и удивитесь тому, что даже и горькая жизнь становится возвышенной, когда переходит в искусство. Вот что было в этой игре. Какими средствами мог Михоэлс выразить всю эту гамму отношений, эти вмещенные одна в другую сферы чувств? Эти авторские ремарки. Прежде всего, конечно, глаза Михоэлса. Глаза полные мысли, огромные, глядящие и невидящие, печальные, озорные, сощурившиеся в узкие хитрые щелочки от смеха. Разные в разных спектаклях. То глаза Рэп-Алтера, то молочника Тевье, то короля Лира. Глаза безумные, добрые, строгие.
но в краешке глаза всегда сам Михоэлс с его отношением к образу. Вот эта способность выражать свое отношение к созданному тобой и поглотившему тебя без остатка образу, мне кажется, одним из самых великолепных достижений современного театрального искусства. И изумительным мастером этого сверхобразного решения был Соломон Михайлович Михоэлс. Но Соломон Михайлович это больше, чем замечательный актер и замечательный режиссер Михоэлс. Михоэлс это явление советской культуры. Он не просто играл и не просто ставил спектакли, он искал новые пути и находил их. Он понимал театр как великое выражение жизненной правды, но она никогда не превращалась у него в копию жизни. Она всегда заключала в себе ту великую праздничность искусства, которая способна вызвать улыбку сквозь слезы и заставить задуматься посреди безудержного веселья. Он умел ставить спектакли 100% верной жизненной правде. Но какой концентрированной была эта правда. Разве не таков был его «Фрайерлес»? Спектакль, построенный на материале, который в прежние времена назывался этнографическим, но который в руках Михоэлса обрел настоящую театральность, увлекательность, превратился в праздник искусства. Сила Михоэлса и своеобразие его творчества, мне кажется, объясняется прежде всего тем, что в нем соединялись редко сочетаемые и даже как будто взаимоисключающие начала. Интуитивное постижение явлений жизни и такая же сила логического проникновения в их суть. Способность мыслить образно, как мыслит поэт, и в то же время способность подходить ко всему строго аналитически. Это в полной мере сказалось в его недавно вышедшей книге, которую мне уже сегодня пришлось упомянуть. Многие из мыслей, изложенных в этой книге, и даже примеры, мне приходилось слышать из уст самого Соломона Михайловича на нашем семинаре. И это, в сущности, только и дает мне право сегодня выступать перед вами, делиться своими воспоминаниями. Но для того, чтобы стало ясно, о каком семинаре я говорю, мне придется немного, так сказать, рассказать об обстоятельствах, при которых мы познакомились. Это произошло в 1935 году в Пименовском переулке, в подвальчике, где помещался клуб мастеров искусств. Был мой вечер, и Соломон Михайлович пришел вместе с Анастасией Павловной. А воспринимал он все с такой необычайной живостью, с такой простотой, с такой доброжелательностью и непосредственностью, что я, сразу поняв это, мысленно посвятил ему весь вечер и на него главным образом, так сказать, и работал. После этого мы вообще не раз встречались, но знакомство в новую фазу вошло только лет через 5, когда мы встретились в доме Григория Львовича Рошаля, и Михоэлс сделал мне предложение. Он попросил меня быть консультантом лермонтовской постановки «Испанцев», которую в ту пору, значит, над которой должен был работать в ту пору еврейский театр. И тут я его уже впервые увидел не только на сцене, но за кулисами, в общении с режиссерами, с актерами, с администраторами, с работниками сцены. И понял еще одну черту его характера, это необыкновенную краткость. Вот кто-нибудь входит к нему за кулисы, он спрашивает, что тебе? Вошедший объясняет. Соломон Михайлович несколько секунд подумает, наберет полную грудь воздуха, сделает какой-то поразительный жест своей маленькой, властной, я бы сказал, такой плавно-певучей рукой, положит ладонь на стол и, выдохнув воздух, сообщает краткий и великолепно сформулированный ответ. Надо вам сказать, что у Соломона Михайловича была удивительная черта. Он отвечал каждому человеку, оставаясь самим собой, но в духе того человека, с которым он беседовал. Например, оставаясь самим собой, он выявлял одни грани таланта при Алексее Николаевиче Толстом и другие в гостях у академика Капицы. Третьи черты выявлялись в присутствии Вениамина Каверина, а еще новые в присутствии Акакия Хорава. Каждый человек, казалось, отпирал в нем ларчик, принадлежавший только ему. И при этом сам открывался навстречу Михоэлса и нес, и обнаружил, так сказать, лучшие грани своей души и таланта. Соломон Михайлович очень охотно бывал с людьми, охотно бывал на людях.
Дом его был всегда полон. Если негде было сидеть, сидели на подоконниках. В этом отношении в нем было что-то такое напоминающее черты характера вот прежних студентов, как мы понимаем это слово. Причем никого не беспокоило, занят Соломон Михайлович или есть ли у него время. Видеть его можно было всем, и видеть можно было всегда. И надо сказать, что во многих даже и очень хороших людях можно обнаружить какую-то микроскопическую капельку важности. Но в Соломоне Михайловиче начисто отсутствовала эта краска характера. Он был способен играть в игры, самые необыкновенные, придумывал тут же на ходу образ, причем мог завязать голову полотенцем или шарфом, и начинался безудержный смех, остроумие, выдумки просто без конца. В мае 1941 года я с Фадеевым вместе возвращался стрелой из Ленинграда, куда мы ездили по лермонтовским делам. И вот, проходя через пустой мягкий вагон, вдруг увидели одного в вагоне пассажира, Соломона Михайловича. Мы вошли в его купе, и тут началось просто нечто необыкновенное, и мы уже до Москвы спать не ложились. Причем такого веселья я просто в жизни своей с трудом, так сказать, просто не вспоминаю. Такого веселья, это было какое-то поразительное веселье. Причем все служило поводом для всего. Я, например, катал со вчерашнего дня хлебный шарик, я его приклеил под нос в виде усиков. Это сейчас же послужило поводом для разговора о Чаплине. И Соломон Михайлович совершенно неожиданно вдруг стал рассказывать, почему Чаплин так смешон в своих горестных историях, и почему он никогда не бывает сентиментален, хотя не боится ходить по кромке того, зачем начинается уже сентиментальное отношение к жизни. Значит, потом говорили о Чаплине. И вдруг совершенно неожиданно Фадеев спросил меня, так сказать, скажи, а что по этому поводу сказал бы Алеша Толстой? Я, значит, ответил. Тогда за дело взял сам Соломон Михайлович и сказал: скажи-ка нам, Алешенька, кого ты больше любишь, Петра или Ивана Грозного? Я, значит, стал объяснять. А потом дошло и до Лермонтова. Лермонтова я изобразить не решился. И тут Соломон Михайлович объяснил мне, почему я не решаюсь изобразить Лермонтова. Он мне сказал, вот это его собственные слова. Он сказал, что окружающие знают, что живого Лермонтова я не видал. И поэтому я боюсь, что мне не поверят. Но если бы я думал, что люди поверят, что я с Лермонтовым встречался, я бы рискнул. И, может быть, даже поверили бы. Но я сам виноват, потому что я убедил всех, что мои изображения фотографичны. И это меня сковывает, ограничивает. Тут заговорили о Лермонтове. Фадеев стал с необычайным увлечением читать «Дары Терека», «Дубовый листок». А после Акуловки мы с Соломоном Михайловичем стали трубить и громкими голосами распевать Вагнера. И, насколько я понимаю, на Фадеева это произвело наисильнейшее впечатление. Он потом об этом очень много говорил. А вскоре началась война. И шел уже август 1941 года. И Москва была в затемнении, стреляли зенитки, и бомбы падали. И все мы дежурили на крышах. Когда как-то под вечер я встретил Соломона Михайловича у Никитских ворот, еще засветло, значит. И он меня пригласил в гости на ночь, после бомбежки, на кофепитие. Я был свободен только раз в неделю, по средам, от дежурств ПВО. И в ближайшую среду я, значит, ринулся к Михоэлсам. Сперва отдежурили в подъезде, где был пост Соломона Михайловича, а потом отправились в дом, воссели за стол, и началось кофепитие. За столом сидели Соломон Михайлович, Анастасия Павловна, Эда Соломоновна и Вениамин Львович Зускины. И надо сказать, что по средам мы так уж и собирались в течение долгого времени. И Соломон Михайлович вот в тот же раз высказал пожелание услышать все рассказы, которые я когда-либо сочинил. Так вот и началось то, что мы потом прозвали с ним семинаром. Я исполнял рассказ, он тут же разбирался и анализировался. Соломон Михайлович проверял структуру, логику взаимоотношений, если в рассказе фигурировали двое или несколько, так сказать, персонажей. Выявлялась идея,
Я начинал смекать, где не дотянуто, где подробности вовсе не идущие к делу, где не хватает в характеристике бликов. Я бы сказал, что Соломон Михайлович как бы продирижировал мной. Части рассказов уравновесились, и, говоря языком музыкальным, звучности выровнялись. А в конце под утро подводились итоги занятия, и начиналась великолепнейшая беседа Михоэлса о законах искусств, о слове, о жесте, о пластике, ритме, о мимике, о разнице между образом, характером и портретом. Особое внимание Соломон Михайлович направил на текст моих рассказов. Дело в том, что я тексты никогда заранее не пишу и наизусть не заучиваю, а воспроизвожу с разной степенью приближенности каждый раз наново. При этом текст, а иногда и характеристика лица, о котором идет речь, изменяется и, как бы, так сказать, сносится в сторону течением времени. Вот эту независимость образа, несвязанность его с заранее сочиненным текстом, придумывание текста по ходу рассказа Соломон Михайлович объяснял тем, что для этого у меня есть предпосылка – поведение образа. Поведение же определяется теми обстоятельствами, которые только что возникли в ходе импровизируемого текста. А это, говорил Соломон Михайлович, и есть игра. Потому что истинная игра – это есть жизнь образа в разных обстоятельствах и в развитии человеческой судьбы. Таких занятий в ночь со среды на четверг до 7 часов утра, летом и осенью 41 года, у нас состоялось 6. Но шутки все равно не прекращались, даже в самых серьезных разговорах. Соломон Михайлович говаривал: вот так-то, брат Ираклий, благословляю тебя, преисполнись и примени. А я ему отвечал: батюшка Михайлович, спасибо, что просветил кормилец. Через 3 года я приехал в Москву со своими фронтовыми рассказами, и состоялось заключительное занятие семинара. И Соломон Михайлович согласился произнести свои суждения о жанре устного рассказа здесь, в Доме актера, и в Доме ученых, где должны были состояться мои вечера. А потом, после войны, он устроил еще мой вечер у себя в театре и снова произнес слово. Очень жаль, что эти выступления его не записаны. Я виноват ужасно. Мы как-то вообще редко вспоминаем о том, что сегодняшний день будет историей и довольно скоро. Но, по счастью, в бумагах Соломона Михайловича отыскалось неоконченное письмо ко мне, которое он диктовал Анастасии Павловне в 1941 году, очевидно, в связи с семинаром. Я не стану приводить здесь того, что касается оценки рассказов. Я процитирую только теоретические мысли Михоэлса о самом жанре. Он объясняет мне, что такое судьба образа и почему устный рассказ независим от задуманного заранее текста. Вот кусочек письма, я его прочту. Во время бомбежки многое, по-видимому, становится яснее, точнее, и многое переоценивается с других позиций. Мы ведь с тобой заново проработали все твои работы. Я окончательно понял, вернее, увидел твою полную независимость от текста. Твое поведение в образе, зависящее только от ситуации, от отношения к окружающим, поведение органическое и сохраняющее при том совершенное внешнее, я бы сказал, внутреннее сродство. Органичное – это главное, с чего ты исходишь. Вот почему тебя не сковывает никакой текст. Ты даешь поведение – это самое главное в том образе, который ты вносишь, в любой, пусть даже неожиданной обстановке. И еще. Ведь образ не может быть значительным вне поведения и реакции на любое вторжение. Откуда ты берешь эти воображаемые, а частично и невоображаемые обстоятельства? Из самого себя. Ты входишь в образ, и ты не изменяешь ему, потому что ты, как и я, знаешь, что истинная игра поведения – это есть образ человека в любой обстановке и в его судьбе, не понимая это в смысле рока. В записную книжку 1944 года, очевидно, готовясь произнести вступительное слово вот здесь, в этом зале, Соломон Михайлович вписал: поведение уже есть предпосылка для рождения текста именно в этих условиях, которые только что возникли. Поведение, как и на сцене. Это надо запомнить. Эти драгоценные строки разъясняют общие творческие законы рождения образа сценического
и рассказывание в образе. Образа, рожденного одним лишь воображением актера, исходящего из текста пьесы, и образа конкретного человека, возникающего в процессе импровизации от его лица, характеризующего его текста. Для чего я привел все это? Я привел это только для того, чтобы напомнить еще раз о необыкновенной творческой щедрости Соломона Михайловича, о его удивительной доброжелательности, о его заинтересованности в судьбах других людей, о его жадном интересе ко всему, что в какой-то степени связано с игрой и с театром. И я привел все это, чтобы напомнить о его постоянном стремлении не только воспринять, но осознать, осмыслить, оценить любой опыт, разобраться, произнести суждения не только на основании непосредственных впечатлений, но проверить их разумом, объяснить и истолковать. И вот в этом малом факте, на фоне всей творческой биографии Михоэлса, сказалось редкостное богатство натуры Соломона Михайловича, соединявшего в одном лице практика и теоретика театра, соединявшего в себе дарование и аналитика, и поэта. Анна Борисовна Шмайонок. Время не притупило остроты боли, не облегчило тяжести утраты. И сегодня, как 12 лет назад, нам трудно поверить в то, что Соломона Михайловича нет среди нас. Но время также остро сохранило яркий след этой легендарной жизни. И сегодня, как много лет назад, каждый день мы ощущаем присутствие Соломона Михайловича. Мы все, кто имел счастье жить и работать рядом с ним, широко пользуемся, каждый в меру своих сил, всем богатством знаний, мыслей, чувств, которыми он так щедро одаривал нас. Память сохранила во всех деталях впечатление от первой встречи с Соломоном Михайловичем. 29-й год. Приемные экзамены в студию Госсета. Волнуемся мы все, и те, кто видел Соломона Михайловича на сцене, и те, кто только слышал или читал о нем. Он возглавляет комиссию. Худощавый, острый, необычный и по-особому значительный. Он сел, обвел всех глазами, на какую-то секунду задерживаясь на каждом из нас, как бы желая понять, что мы собой представляем. Мы все напряглись, жались под этим всевидящим оком. И вдруг все оказалось не страшно. Острая шутка, интересное, оригинальное задание, которого никто из нас не мог предвидеть, большое обаяние и флюиды доброжелательности сразу разрядили атмосферу. В твоем распоряжении, говорит Соломон Михайлович, 2 слова: вечерняя Москва. Что бы с тобой ни случилось, что бы ни происходило, ты можешь пользоваться только этими словами. И он начинает давать мне самые контрастные, самые неожиданные задания. Я продавала газеты. Торговля шла бойко, торговля совсем не шла. Газеты у меня падали в лужу. Из газет я узнавала о смерти близких. И вдруг мне было велено танцевать. Звучала самая разнообразная музыка, трагическая, лиричная, бравурная. И все это надо было выражать движением и все теми словами: вечерняя Москва. А потом студия. Начались занятия, праздничные будни. В то время признанный актер, сыгравший Ребаутера, Монаха Менделя, Вениамина Третьего, Сорокера, Готсмаха, как режиссер, Соломон Михайлович только начинал. На нас в студии он проверял все мысли, которые его волновали как режиссера, и обобщал свой сценический опыт в области слова, движения. Слово начинается с тишины и завершается тишиной. Движение начинается с неподвижности и завершается неподвижностью.
Ни одно движение не начинается, пока не закончено предыдущее. Он нас учил. Театр не игра, не забава. Это трудная, напряженная, требующая полной самоотдачи работа. Он не разрешал нам говорить: я играю в театре, играю роль, играю вечером. Я работаю в театре, я работаю вечером, я работаю над ролью. Он утверждал: актер, выходя на сцену, должен иметь что сказать. Актеру нужна высокая культура, богатый внутренний мир, широкое разностороннее образование. И в нашей учебной программе, наряду со специальными предметами, появлялись совершенно неожиданные для театрального училища дисциплины: математика, биология. Он считал, что математика организует мысль, приучает к логическому мышлению. Он считал, что мы должны слушать и учиться у разных мастеров. И в нашей студии, помимо его и актеров нашего театра, читали лекции и вели практические занятия Юрий Александрович Завадский, Алексей Дмитриевич Попов, Ефраим Борисович Лойтер, Александра Вениаминовна Азарх, Федор Николаевич Каверин, Михаил Михайлович Тарханов, Орочко и другие. Большое значение Соломон Михайлович придавал развитию внутренней и внешней техники, умению в совершенстве владеть своим сценическим аппаратом. «Все мои кости поют». «Будьте придирчивы», — говорил он, к своему голосу, к дикции. «У актера 1000 голосов. Умейте выбрать самый нужный, самый необходимый, самый выразительный для данной секунды». Особенное значение Соломон Михайлович придавал развитию актерской фантазии и необычайно умел будить ее. Нам давалось 10-15 слов, не связанных никакой мыслью, и мы силой своего воображения должны были превратить их в стройную, логичную, действенную фабулу и построить этюд. Или наоборот, нам давался совершенно четкий рисунок внешнего поведения, и мы должны были его наполнить правдоподобным, необходимым для данного рисунка содержанием. В результате такой напряженной мысли у нас рождалось порой 40 очень разнообразных и интересных работ. Занятия с Соломоном Михайловичем проходили всегда очень увлеченно и радостно. Мы их ожидали как праздника, всегда выходили обогащенными и по праву называли Соломона Михайловича своей энциклопедией. В студии он у нас тогда бывал ежедневно. Занятия начинались в 9 часов утра, так как к 12 он должен был попасть в театр на репетицию. Ложился спать он поздно, вставать рано ему было трудно, и он, бывало, опаздывал. Иногда мы его ждали и по часу. Понемногу мы тоже стали опаздывать. Не знаю, дошло это до Соломона Михайловича, но однажды, когда мы, обнаглев, веселой гурьбой ввалились в студию в 10 часов утра, он один сидел в аудитории, читал газету и невзначай заметил: а я вас жду с 9 часов. Больше уж мы не опаздывали. Спустя много лет он сам смеялся над этим случаем. Он обладал острым чувством юмора и умел его переносить на себя. Соломон Михайлович был не только нашим учителем, он был большим другом каждого из нас. С удовольствием делил с нами наши радости, но своим непременным долгом считал облегчить наши горести. «И горе обогащает», — говорил он. Он вообще очень тепло и сердечно относился к людям и очень многое делал для людей. Сам о себе он говорил: «Я обвешан судьбами». По окончании студии весь наш курс был принят в театр. В театре Соломон Михайлович нас не опекал. Он просто по-настоящему правильно относился к молодежи. Выдвигал молодежь, смело экспериментировал, поручал ей трудную и серьезную работу, и все это до того, что это стало модой на театре. Он любил работать с молодежью. Как работал Соломон Михайлович? На этот вопрос не просто ответить.
Он работал так, как работают в любом театре, и работал так, как не работают ни в одном театре. Конечно, был застольный период, большая работа вокруг пьесы, лекций, хождение в музей, глубокая разведка материала. Но главным было то, что работал он своеобразно, увлекательно, празднично и взволнованно. У него возникали богатейшие ассоциации. Он приводил интереснейшие примеры из жизни. Он был очень наблюдательный и одинаково остро подмечал серьезное и смешное, малое и великое, и все это становилось его багажом, которым он очень умело, всегда вовремя и к месту пользовался. Конечно, в процессе работы было все. Была и подсказка, случалось и натаскивание, и показ. А показывал Соломон Михайлович блестяще, притом женские, мужские и детские образы одинаково талантливо. Философское обобщение, идейное выражение смысла образа и пьесы он всегда ставил во главу угла. Чувство нового, передового, революционного никогда не покидало его. Это был макрокосмос его работы. Актерскими и режиссерскими блестками и находками обильно были усеяны работы Соломона Михайловича. Помню, как однажды очень своеобразно мне помог Соломон Михайлович в работе. Я получила свою первую роль Йоселы Жонче Пачоче в романтической пьесе Кульбака «Разбойник Бойтры». Это 11-летний женишок, мальчик, которого женит на взрослой невесте, девице. Он должен на своей свадьбе произнести дроши, трактат на случай из жизни, старательно выздобленный им при помощи Ребе Фхедера. Получив эту роль, я растерялась. Пьеса рисует далекие времена. Я не видела, не знала ни Ребе, ни Хедера, не понимала древнееврейского языка. Я поделилась своими сомнениями с Соломоном Михайловичем. Мне не справиться с этой задачей. Я подведу и себя, и вас. Соломон Михайлович мне очень долго и очень интересно стал рассказывать о том далеком времени. Потом взял текст роли, досконально объяснил мне содержание каждого непонятного мне слова, каждого восклицания и сказал: иди, работай. Я репетировала. Началась разметка второго акта, сцены моей свадьбы. Соломон Михайлович красочно расположил гостей, у левого портала сцены поставил стул, велел мне влезть на него и начать речь. С огромным волнением при помощи Ребе забралась я на этот стул, обвела всех беспомощным взглядом, ища сочувствия и поддержки, и задержалась на лице Соломона Михайловича. Два огромных, круглых, растерянных, испуганных детских глаза, приподнятые круглые брови, дрожащие губы. Я не знаю, было ли это отражением выражения моего лица, или это было такое глубокое проникновение в образ, но я увидела настоящего, живого, испуганного Жонче Пачоче, готового в любую минуту разреветься и броситься на утек подальше от этой свадьбы и от этой невесты, которая ему внушала такой страх. И я начала речь. И то, что казалось таким трудным, почти невозможным, оказалось легко и просто. Вознаграждением за все мои волнения были слова, сказанные Соломоном Михайловичем после премьеры. Ты меня не подвела. Помню, в 1939 году Соломон Михайлович тяжело заболел и слег. Болезнь затянулась, выздоравливал он медленно. Он вообще не любил лечиться, да и некогда было. Люди непрерывно шли к нему по разным делам, и он, что называется, работал на дому. Комсомольская организация решила устроить дежурство, чтобы хоть в какой-нибудь степени оградить Соломона Михайловича от посетителей и проследить за режимом лечения. Помню день своего дежурства. Звонок, я бегу, открываю дверь, очень вежливо извиняюсь, говорю, что Соломон Михайлович никак не может принять.
Удивленный посетитель уходит. Я докладываю Соломону Михайловичу. «Беги скорей, верни!» Торопит он меня. Я бегу, вторично извиняюсь и приглашаю в дом. И так весь день. Я открывала дверь, отправляла посетителя и тут же по просьбе Соломона Михайловича возвращала его на место. И за все мое дежурство не нашлось ни одного человека, которого можно было не принять. Можно спорить о том, в какой области наиболее ярко воплощался талант Соломона Михайловича. В актерской, режиссерской, педагогической, общественной деятельности. Но бесспорно одно. Надо всем этим высится настоящий, человечный человек, мудрый, талантливый, обаятельный, скромный, с пламенным сердечным умом и очень умным и добрым сердцем. Таким мы помним Соломона Михайловича. Таким он будет жить среди нас, пока будет существовать хоть один человек, знавший его. Таким он дойдет до будущих поколений, если мы сумеем сделать все, чтобы увековечить светлую память о нем. Сейчас мы продолжим, мы послушаем еще кусок из выступления Соломона Михайловича. Эта русская традиция складывалась из нескольких положений. Прежде всего, в основу основ кладось актерское искусство. В центре всего театрального ставился актер, носитель человеческого начала. Актер, являющийся одновременно и автором, и собственным произведением этого автора. Актерское искусство, произведение которого есть сам человек на сцене. Да, в беседе, которую потом записал Щепкин, беседа Щепкина с Рошелью, он очень высоко ценил искусство Рошели, знаменитой актрисы. Но когда Рошель спросила, смог ли бы Щепкин сыграть много раз подряд одну и ту же роль, он ответил отрицательно. И заявил, не потому, что у меня на это не хватило бы темперамента. У меня темперамента столько же, сколько у вас. Но у меня не хватит этого умения. В каком смысле умения? Умение превращать дарование, вдохновение в ремесло, чеканящее изо дня в день одну и ту же пьесу 100 раз подряд. Это очень характерное замечание, где истинно человечное и человеческое создается особым напряжением сил и приводит к реалистическому образу, заставило русский театр быть театром репертуаром. В отличие от театров Запада, которые являются нерепертуарными, принцип построения западного театра такой. Для данной пьесы собирается труппа актеров, который играет эту пьесу до тех пор, пока она не сходит со сцены, изо дня в день. Как только сборы падают, труппа распускается, и спектакль отжил свой век. Я видел в городе Кливленде в Америке спектакль «Эбис Айриш Роуз» называется. Это ирландская роза Абрахама, которая шла 11-й год.
основной состав исполнителей был один и тот же. Сначала она 7 лет игралась в самом Нью-Йорке, делая полные сборы. Потом это перекочевало уже по другим городам. Это был 4-й год их поездки по разным городам. Вы себе представляете теперь тех актеров, которые играют 8 раз в неделю одну и ту же пьесу в течение 11 лет. Это именно есть та опасность переключать человечное в абсолютно ремесленное. Вот почему природа русского театра, который ставил именно вот это человечное, раскрытие человека, его истинной природы, оно привело к созданию именно репертуарного театра. Павел Александрович Марков. Я помню Соломона Михайловича с самого первого его появления в Москве. Это было в небольшой студии, руководимой Грановским, в Чернышевском переулке. В небольшом зале перед нами появился необычный и удивительный актер. Это были, по-моему, несколько маленьких отрывков одноактных пьес, которые шли в один вечер. Зал был расписан шагалом, и сами декорации немного косые, сдвинутые, и, казалось бы, среди них и должен был бы появиться актер, такой же сдвинутый и такой же резкий. И действительно, в этой начинающей студии вдруг сразу появился актер-мастер. Актер, великолепно владеющий телом. Человек, который умел одним резким и точным движением обозначить внутреннее существо той задачи, которую он испытывает. Человек, который владел уже с самого первого своего выступления точностью речи. Может быть, на первых порах даже чрезмерно скандированно, чрезмерно четко. Казалось, Михоэлс боролся с самого своего первого появления со всяким дилетантизмом, со всяким любительством на сцене. Он хотел точности, он хотел совершенного выполнения, и в то же время он играл маленького человека. Тема маленького человека – вот что было в первые годы самым важным для Михоэлса. И я тут невольно сравниваю его с другим актером, которому мы тоже в те годы отдавали свою симпатию, свою любовь, с Михаилом Александровичем Чеховым. Чехов тогда был властителем наших дум, неровный, весь нервный, порой иступленный, но всегда страстно задумывающийся над жизнью. Актер, который тоже нес тему маленького человека во Фрейзере в «Потопе» или в этом слепом Калебе, которого он так пронзительно играл в «Сверчке на печи». Но тогда, когда Чехов со всей своей страстностью, искренностью и нервностью играл тему маленького человека, защищая его, говоря оправдательную в его пользу речь, все равно у Чехова в глубине души и во Фрейзере, и в Калебе, и в Кобусе всегда оставался страх перед той жизнью и перед тем миром, с которым он должен
обязан установить свои отношения. Михоэлс играл тему маленького человека иначе. Он играл тему маленького человека как человека, которого не хочет сдаваться, который будет властелином в этом мире, который утверждает жизнь вместо страха перед ней. И если Чехов в «Гамлете» держал меч в своей дрожащей тонкой руке, если в «Эрике», когда такие слабые руки выскальзывали из его серебряных одежд, Чехов пугался этого надвигающегося на него страшного мира, Михоэлс с самого начала вступал или в борьбу с тем миром, которого он не хотел принимать, или утверждал силу и мощь человеческого достоинства. Это проходит основной темой через все его замечательное, строгое, лишенное какой-либо сентиментальности, но полное глубочайшей человечности искусства. Он никогда не спускался до того, чтобы сентиментально пожалеть человека. Он любил его, он уважал его, но мелкая жалость была бы ему чужда и казалась бы ему презрительным отношением к человеку. И потому через все этапы, и через Вениамина, и через Тевья Молочника, и, конечно, в особенности в лире, прозвучала эта тема освобождения и роста человека. Дело было не только в той сцене сумасшествия лиры, которую он замечательно играл, но это было и в финале, когда он обращался к Корделии слабеющей рукой, и когда такая глубокая нежность и человечность звучала в голосе освобожденного короля лиры. Вот это великая тема, когда человек определяет свое отношение к миру, который определяет свое положение в мире. Вот это было то, о чем хотел говорить и так замечательно, и страстно, и глубоко, и сурово говорил Михоэлс с своей сцены. И я думаю, что вот это одна из тех заповедей, которые мы должны очень глубоко усвоить от замечательного творчества и большой жизни Михоэлса. Искусство есть определение своего отношения к миру, а не простое развлечение и не простое мастерство. Это есть ответственный свой шаг в жизни, и этим велик художник. И сейчас, когда много лет мы уже прошло, а кажется, как будто прошел всего только год со дня смерти Михоэлса, все равно он вошел в историю русского театра, в историю советского театра, в историю мирового театра, как художник, который утверждает огромные человеческие позиции в жизни, и этому нужно у него учиться. Сергей Владимирович Образцов. Когда я шел сюда и проходил сквозь дверь, там было много людей, которые хотели войти и которые просили меня захватить их с собой, потому что я шел один, а билет на 2 лица. Там было много молодых, совсем, с моих 60-летних позиций, ребят. Эти ребята хотели пройти на вечер, посвященный 75-летию со дня рождения Михоэлса, 70-летию со дня рождения Михоэлса. Им хотелось быть здесь.
И я подумал, как жалко, что они не будут здесь. И я подумал, кому же я хочу сегодня рассказывать про Михоэлса. Ведь все, кто здесь сидят, или большинство, знают Михоэлса, любят Михоэлса. Очень сильно мы все здесь друзья Михоэлса, и потому мы все здесь друзья. Я вряд ли открою друга Михоэлса что-нибудь еще про этого удивительного человека. И поэтому я хочу сегодня сказать тем молодым, которые не видели Михоэлса, которые не видели, как он играл, которые не видели, с ним не здоровались, не сидели за одним столом, не разговаривали с ним. Я хочу рассказать им, вот 20-летним, которым было тогда, значит, 8 лет, что же, для них нет Михоэлса. А вот я хочу сказать, почему мы собрались, почему для нас есть Михоэлс, и что это такое для нас, для того, чтобы вы, молодые, взяли бы это от нас и воспользовались этим, как пользуемся этим мы. Михоэлс очень большой человек. Большие люди встречаются в истории жизни людей и передают друг другу эстафеты, не зная этого. Тем самым фактом, что они большие, и тем, что они говорили, и тем, что их слышали. И эстафеты идут через войны, через ужасы, через гадость, через пошлость, через банальность, через дрянь. Идут эстафеты больших людей. Михоэлс принял у кого-то эту эстафету и передал ее. Мне хочется, чтобы молодые приняли эстафету Михоэлса и понесли ее дальше. Среди них найдется, может быть, и Михоэлс. Ведь гении не родятся, гении только умирают. Мы не знаем, кто примет великую эстафету Михоэлса, но мне хотелось бы, чтобы молодые знали, что это такое. Михоэлс, прежде всего, очень счастливый человек. У него было много горя, очень, и тяжелых обстоятельств. Но он был очень счастливый человек. Почему он был такой счастливый человек? Молодые, знайте, нету большего счастья в жизни, чем быть нужным. Михоэлс был нужен людям, и поэтому он был всегда счастлив радостью нужности людям. Есть такая прелестная поговорка: чтобы иметь друзей, надо уметь самому быть другом. Человек, который жалуется, что у него нет друзей, вероятно, просто не умеет быть другом. Почему у Михоэлса столько друзей, столько родственников здесь сидят, души его? Потому что Михоэлс был другом и умел быть удивительным другом каждому, кто нуждался в его дружбе. Вы слышали, как он сейчас же просил вернуть того человека, который к нему пришел. Михоэлс удивительно любил людей, удивительным был другом людям, и все, кто к нему приходили, он давал совет. Михоэлс счастливый человек, потому что он любил жизнь. Вот так уже полно, вероятно, и нельзя выше. Он болел, как всякие люди, и так как его любили очень много людей, то ему, значит, они следили, заботились. Вот этого нельзя, да ты ложись спать, да ты не кури, да ты там еще чего-то не делай. Это вредно, это вредно, это вредно, это вредно. Михоэлс сказал: жить вообще вредно, от этого умираю. Что это значило? Это значило, что надо жить.
А что умирают, так умирают. Вот так и прожил чудесную свою жизнь Михоэлс в счастье жизни. Молодые, попробуйте любить так жизнь, как любил ее Михоэлс. Михоэлс был замечательный актер. Актеров хороших и замечательных много. Почему же мы так говорим о Михоэлсе? Потому что однажды Михоэлс сказал, конечно, не только мне, но я это слышал от него, что актер, если он не имеет темы, он не будет очень большим актером. Он будет хорошим актером, но он не будет очень большим актером. Михоэлс наполнил собою образы, которые он играл. Михоэлс нес тему. Когда я узнал об этом от Михоэлса, о теме жизни и теме творчества, пересмотрелись для меня люди, писатели, актеры, пересмотрелись, потому что я понял, ага, вот почему он не замечательный, у него нет темы. Молодые, знайте, чтобы делать искусство, надо иметь тему в искусстве, а не просто роли, не просто клуб искусства, не просто ах, репетиции, ах, товарищи. Надо знать, зачем ты этим делом, служением этим занимаешься в разных ролях, во всех ролях. Тему искусства, тему своей жизни. Михоэлс нес огромную тему человека всей своей жизнью. Мне всегда казалось, что настоящий большой художник должен обладать детским темпераментом, женским сердцем и мужской головой. Это редко так бывает. Если уж нет женского сердца, так вообще в искусство лазить нельзя. С одной мужской головой туда не пробьешься. Если нет детского темперамента, то тоже худо. Но когда имеет человек все три, вот тогда мы говорим, это большой человек в искусстве, это огромный человек в искусстве. У Михоэлса было женское сердце, грандиозный детский темперамент, прямо-таки 6-месячного ребенка. Вот так, знаете, уже от ничего. И замечательная, строгая, умная голова. Вот за это мы Михоэлса любили, любим и учились у него. Мы не все были его учениками, не все проходили семинары или работали в его театре, но большинство из нас считает себя учеником Михоэлса хоть в чем-нибудь. И счастливы, что когда-то получили от него урок, либо прямо спросив его о чем-то очень важном и нужном, и так было со мной, или не прямо, а косвенно увидев его, услышав его. Молодые, ищите людей, которым бы вы верили, так как мы верили Михоэлсу. Нужно иметь друзей, среди которых, одного, ты имеешь такого, которому веришь до конца. Суд его будет окончателен, безжалостен, и ты поверишь. Имейте уши открытыми, как мы старались открывать уши, когда встречались с Михоэлсом. Если вы примете эстафету Михоэлса, это прежде всего человека советского полностью и до конца. Это человека гуманного, верящего в людей, верящего в жизнь, верящего в то, что его работа нужна людям. Если вы примете эту эстафету, вы будете делать дело Михоэлса, то есть дело большого настоящего искусства, дело жизни человеческой.
стихи Галкина, посвященные Михоэльсу, в моем переводе. Воспоминанием не стал ты, все в тебе бесконечно живое. Ты переселился, быть может, во время иное, чтобы там, в одиночестве, старости нашей дождаться. О, как тяжело было людям с тобой расставаться! И Шимел Портняшка, и Тевья, и лира горящее слово, обаяние Вениамина, и возмущение Иова, и боль за героев твоих углубляется снова. За тех, что сыграл ты, за тех, что сыграть собирался, чьим образом светлым ты сердцем своим предавался. О, как тяжело сыновьям твоего поколения без доброй улыбки твоей, без твоего вдохновения. Товарищи, мы сейчас заканчиваем наш вечер, первую часть этого вечера, последним кусочком, отрывком из выступления Соломона Михайловича. Как вам известно, я ехал с определенной миссией в Америку. Для них было непонятно, как это актер может быть общественным деятелем, который приезжает с определенной общественной миссией. Поэтому во всех их плакатах на митингах они не писали «народный артист» или «артист Михоэльс». Это они боялись повредить дело. Актер – это несерьезная работа. Значит, они всюду писали «профессор Михоэльс», пользуясь моим, так сказать, званием профессора. Для них это не было достаточно, что я актер. И действительно, когда я сталкивался с актерами, вот с этим самым актером Поль Мюни, а Поль Мюни был здесь во время фестиваля, и я с ним здесь познакомился, пришел к нему с ответным визитом, он узнал, что я приехал с определенной такой задачей, и первое, что он мне сказал: имейте в виду, профессор, что я политикой не занимаюсь. Это слово, что он не занимается политикой, я слышал не только от него, а целого ряда ведущих актеров, которые утверждали, что они просто актеры, но что вопросы политики их не касаются, они политикой не занимаются. Даже от такого выдающегося актера, как Чарли Чаплин, у которого я провел полдня в беседе, мне говорил: вот меня здесь преследуют в этой стране, in this country, как он говорил, в этой стране, говоря об Америке. Меня преследует за мою картину «Диктатор». Он действительно создал прекрасный фильм «Диктатор», в котором высмеял и Гитлера, и Муссолини на очень резком таком языке искусства. Они меня, говорит, обвиняют в том, что я занимаюсь пропагандой. А ведь вы знаете, господин Михоэльс, что я политикой не занимаюсь. Он был так наивен, как мольеровский дворянин во дворянстве, который не подозревал, что он всю жизнь разговаривает прозой. Он не подозревал, что он разговаривает настоящей прозой политика, создавая своего диктатора, или создавая «Огни большого города», или создавая свою «Золотую лихорадку», или целый ряд своих фильмов, или, наконец, «Новые времена». Они насыщены социальной энергией. Он именно первый построил маску на том, что в этом бесчеловечном мире, мире бизнеса, мире доллара, настоящий человек кажется вот этим эксцентрическим, этим чудаком Чарли Чаплин.
И в этом уже была острая политическая мысль. Вот на этом фоне этих актеров, когда к ним попадает пьеса, говорящая во весь голос о наших идеалах, о нашей тесной органической связи с народом, о нашем строительстве социализма, о нашем участии всех советских народов в том, чтобы страну двинуть вперед, и она проделала за эти 30 лет скачок, о котором даже не могли мечтать. Ибо если вспомнить, что 30 лет тому назад в нашей стране пахалось сахой, что барана проходилась по этим, что в лаптях ходил народ, огромное количество лапотников в этих пасконных рубахах. Если посмотреть на это движение, что страна превратилась в одну из сильнейших индустриальных держав, мы только тогда сможем понять, что проделать. Если мы напоминаем собой людей, которые движутся вот в огромном движении и не замечаем собственного движения. Мы сидим как будто бы неподвижно. Мы сидим как будто бы в вагоне с опущенными шторами и не видим, как поезд мчится вперед. Поэтому у нас появляется недооценка. Поэтому мы часто не понимаем того мирового движения, небывалого в истории, который сами проделали. Но фактически это так. И в какую-то минуту можно раскрыть занавески и увидеть этот весь пройденный с невероятной быстротой путь. Это есть путь освобождения человека. Это есть путь истинно гуманных идей. Это есть путь освобождения народа. Это путь, позволяющий народу на своем родном образном языке создавать свою собственную жизнь, делать свою историю движения вперед к освобождению всего человечества. В этом великое наше счастье советских театральных работников. Мы участвуем в создании вот этого советского искусства, которому суждено стать искусством освобождения, которое приобретает мировое значение. Народный артист Советского Союза Иван Семенович Козловский. Партию фортепиано исполняет Петр Павлович Никитин. Шуман. Чуть только песню услышу. Чуть только песню услышу, что пела когда-то она, и грудь моя хочет разбиться, стеснения и боли полна, и мчит меня быстро горе высоко в лесной тишине. Мое бесконечное горе в слезах разрешается так.
Хотел бы в единое слово я слить мою грусть и печаль и бросить то слово на ветер, чтобы ветер унес его вдаль. И пусть бы то слово печали по ветру к тебе донеслось, и пусть бы всегда и повсюду оно к тебе в сердце лилось. И если б усталые очи сомкнулись под грезой ночной, а пусть бы то слово печали звучало во сне над тобой. Хотел бы в единое слово я слить мою грусть и печаль и бросить то слово на ветер, чтобы ветер унес его вдаль, чтобы ветер унес его вдаль. Роман Аренского «В полусне». Смежает очи мне ленивая дремота. Мне хорошо сквозь дымку полусна. Я вижу, что меня немножко любит кто-то, что 8 дней моих врывается весна. Приветливо глядят задумчивые глазки. Слова любви звучат в вечерней тишине. Пусть это старые несбыточные сказки. Мне любо слушать их в ленивом полусне. Вы понимаете, я все пою то, что не хочется петь. А? Готовил все другое, и все не по моей вине не состоялось. Ну почему? Один грипп, другая заболела, 4 арфистки заняты. Все, что... Ну, слом я один пришел. Вот выхожу и... Да. Соломон Михайлович это любил.
солнце низенько любил, и ну дай поговорить. Я, конечно, оставляю за собой право когда-нибудь выступить со словом, потому что вечер необычный, и нам всем хочется, чтобы программа вечера была также необычна. Бывали моменты, когда пел Михоэлис первый голос, а я пел второй голос, скажем, «Солнце низенько». И, кстати, его любимыми именно были украинские песни. Одну я хочу спеть, они называются на «Черные брови, карие очи». Черные брови, карие очи, темні, як нічка, ясні, як день, карі очі, очі дівочі, де ж ви навчились зводить люди? Чорні брови, карі очі, страшно дивитись під час на вас. Не буде спати ні вдень, ні вночі. Все б тільки думать, очі про. Не буде спати ні вдень, ні вночі. Все б тільки думать, очі про. Заслуженный артист республики, профессор Мстислав Ростропович. Бах. Прелюдия и сарабанда из второй сюиты.
деятель искусств профессор Яков Владимирович Флиер. Бах. Органная хоральная прелюдия.
решение. Скрябина.
солистка Литовской государственной филармонии Нефама Лисицайте. Партию фортепиано исполняет Сергей Иванович Мацушевич. Песня Суламифи из музыкальной драмы Самуила Галкина. Музыка народного артиста РСФСР Пульвера по мотивам Гольдфадена. Суламифь вспоминает своего любимого Абесалома и его клятву прийти за ней. Неужели он мог забыть ее? Verwus ist mein Lieber verschwunden.
вам песню о пастушке и девушке, которая околдовала его. в обработке Льва Когана. Радоваться хорошо, радоваться очень хорошо. Поднимем бокалы за радость.
хотя минут. Unser Leben wie noch ein Regen auf Basara Berroje Wegen. Ey, der Chakrennen und Sorgen, lo mir Käusennen bis morgen. Halt dem Sack und schiet Kartoffelsohn, zittern die Toffles, wer die Toffles abzubrochen, soll Kartoffel schön kochen, Kartoffel schön knisches machen, wenn wir trinken, essen, lachen, hey, 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 freien sich ist gut, lo mir sich vergessen, noch ein paar Minuten. Noch die Zores, noch die Leiden, müssen kommen Simches Freuden. Lo mir auswischen die Tränen, volle Käuse, Sieberkern, halt den Sack und schick Kartoffelsohn, zittern die Toffles, wer die Toffles abzubrochen, soll Kartoffel schön kochen, Kartoffel schön knisches machen, wenn wir trinken, essen, lachen, hey, 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 freuen sich ist gut. Freuen sich ist gut, wo mir sich vergessen, хотя fein minut. Популярная песня в обработке Когана. На дороге стоит дерево. Разреши мне, мама, стать птицей и утешить одинокое дерево. Мама испугалась, что я могу простудиться, и одела меня слишком тепло. Тяжело стать птицей с таким грузом. Так и помешала материнская любовь стать вольной птицей. Auf dem Weg steht ein Bäum, steht ein Gebäude. Alle Vögel von dem Bäum seien sich zerfreut. Sei kein Misrach, sei kein Meer, und das Roff kein Dorn, und dem Bäum gelost allein, Hefker, Fahrstuhl. Sag ich zu der Mammenherr, sollst mir nur nicht sterben, wenn ich Mama 1 und 2 bald ein Vogel wern. Ich will sitzen auf dem Bäum und will ihn verwiegen, über den Winter mit der Treist, mit der schönen Menigen. Toi tariraram, toi tariraram, toi tararam, yam tariraram, toi tariraram, toi tariraram. Weint die Mann, nicht ein Kind, und sie weint mit Tränen. Kunst Cholile auf dem Bäum, gar verfreuen werden. Sag ich, Mama, sie sah schon deine schöne Augen. Eider wenn, eider was, bin ich mir abheulen. Wenn die Mama ins Kreuz, nehm in Gottes Willen, tu sich ohne Schalikel, sollst sich nicht verkehlen. Die Kaloschen tu sich an, es geht ein kalter Winter, und die Kutschme tu sich an, weiß mir und wind mir. Und das Winterleibelne, tu es und scheute, ob du willst nicht seinen Gast zwischen alle Teute. Ob ich fliege, ist mir schwer, zu viel Sachen. Hat die Mama angetan, dem Feugele, dem Schwachen. Guck ich treuerig herein
steht reingebeugt, alle Vögel von dem Bäum seinen sich zerfleugen. Веселый партняшка из цикла «Беден, но весел» Кернера. Hoi, hab ich ein Gevrenleit an Nirgendl gehört, darf man Poschet Boys wecken die Finger, bei Nähen und beim Strige, wenn beim Klingen mit der Scher, alle meine Beindele, sie singen, hört hoi, da rei, ramai, hoi, da rei, ramai, joi, 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 hoi, da rei, ramai, hoi, da rei, ramai. Wer bin ich und was hab ich denn auf Gott der größer Welt? Seid nur mein Bittnescher und Eisen. Allah, der triebne Krämerl, wenn ich komm nur auf sein Schwell, kann doch mir die Hintertür beweisen. No, rei, ramai, hoi, da rei, ramai, joi, 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 hoi, da rei, ramai, hoi, da rei, ramai. Sie seppes nicht mit allem, mein schöner Balleboss, hört nicht auf zu schelten und zu schreien. A ganzen Tag Morde wird schmarret mit der Nase, nur ich hör ihm